Здравствуйте, в эфире новости, краткий обзор событий. Скорбь длиной в 28 лет. Сегодня мы вспоминаем события осени 92 года. На мемориале прошли памятные мероприятия. 30 лет налоговой инспекции скоро. О буднях работников службы в выпуске. Новый спортивный инвентарь получил зал борьбы в Майском. От кого подарок? Расскажем. Сегодня день памяти жертв политических репрессий. Дата призвана напомнить о трагических страницах в истории страны, когда тысячи людей подвергли репрессиям и отправили в исправительные лагеря, в ссылку и на спецпоселение. Для ингушей эта дата вдвойне памятна. Сегодня исполняется 28 лет событиям осени 92 года. В связи с годовщиной к жителям республики обратился глава региона Махмуд Ари Калиматов. Цитата. «Этот день вызывает тяжелые воспоминания в памяти людей и до сих пор болью отзывается в сердце каждого жителя Ингушетии. 28 лет отделяют нас от той трагедии, в которой сотни семей потеряли своих близких, а судьба многих до настоящего времени остается неизвестной. Бейнычан дал геш тот, дал ахетемболб. Мы не вправе забывать горькие уроки прошлого и должны сделать все, чтобы человеческая жизнь оставалась главной ценностью, а насилие против личности никогда больше не повторялось. И пусть процветание Ингушетии станет лучшей памятью обо всех, кого мы потеряли 28 лет назад. О тех, кто сегодня мог строить наше настоящее и будущее. Елсмарен Согут Долд дал Бейнычан, дал Вуч Хамаглор Долд Вейкам. Памятные мероприятия сегодня прошли на мемориальном комплексе Гуазот-Кашмыш. Общественные и религиозные деятели, старейшины, молодежь, представители органов власти почтили память погибших и пропавших без вести на коллективной молитве. Репортаж Муслима Ганиева. Рана, которая кровоточит уже почти 3 десятка лет. Традиционное мероприятие, посвященное трагическим событиям осени 92 года, проходят здесь, на территории мемориального кладбища Гуазот-Кашмыш-Назрани. Люди начинают прибывать с самого утра. На территорию кладбища впускают строго в защитных масках и после обработки рук. Приняли участие в мероприятии общественные и религиозные деятели, старейшины, молодежь, представители органов власти. Все те, кого объединяет эта памятная дата. Много здесь сегодня и очевидцев тех событий. 31 пятницу забыл бар сара делал. Изгерт حاجة دول تبخيدنا قبل حتى الوقتش خمسة وديري بإمكاري بني ترويسوت كاش حالة تجرت حاجة ويني دين والحار والجي تصوت عبقيلة دينا تكون بقوا يغير أردال يعني بخيت منه تخيشون يعني ده وشي شدة شو بيجس يوصل يلا يولو أيوب بيار على الزات بيجس عيول ماجي جهتاري عبوك تحكي جهتاري. Если Багаудину Евлоеву удалось избежать плена в те дни, другим же повезло меньше. Эта женщина провела в заточении почти 20 дней, стала свидетелем многих страшных картин. Религиозные деятели также читают сегодня дуа за погибших, призывают людей к терпению. А главная задача сегодня – давать милостыню и молиться за тех, кто погиб и пропал без вести. В память о них старейшины, религиозные деятели и молодежь совершили коллективный дуа. أستأخذ خلص حماه ونقول نخبوا أبيش حسيد واديش حروز قد واقش واقش خلص وقع بوز ببال بأس لا القرآن شيء أستعيذ بالله أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون واش إمدلت أن واش أنشل تحق شيء إيمان خلو نستاني تصير وش جود ده أن موت تشان يقدال دوت ده دال زود دشن إيمان خلو نستاني فلا نبلونك دال شو الحلقة خدوا الأمة الزينة يقدال سندو حزينة فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين ساري خاص لوج برملاغ بقى بقلوج برملاغ وإيمانك زيردح بس حقوش دوا قد دولجناخ شواش خلونا نستاني زود دشة يقدال
تيمر يخدي أصلا وهدسن إن عزم الجزاء مع عزم البلاء وقع بوزبالي ثانية بشان وقع بوزبميل. Боль о событиях 92 года объединяет всех ингушей. Кто-то сразу спешит к могилам близких, вспоминают родственников и односельчан, пропавших без вести. Люди долго стоят у могил, читают дуа за погибших. По данным Генпрокуратуры, во время трагических событий осени 92 года погибли почти 400 человек, ранено более 450 и пропали без вести около 200 ингушей. Большая часть из них все еще не найдена. Проводили мы эксгумацию, вскрыли мы 22 неопознанные могилы на территории Уаза-Кашмир. Из них нам удалось установить 9 человек. Вначале 7 было, потом 9 человек с помощью ДНК-экспертизы. Сделали мы полностью базу данных, информационную базу данных родственников, без вести пропавших. Сделана работа по ДНК родственников без вести пропавших. Нужно отметить, что 30 октября не только день памяти событий той осени. Сегодня также день памяти жертв политических репрессий. Эта дата объединяет не одну трагедию в истории государства. В этот день вспоминают всех погибших и без вести пропавших за всю историю республики и страны. Муслим Ганиев, Мейрбек Миржоев, Новости 24. И сегодня прошла раздача сага по инициативе главы республики малоимущим семьям Назрановского района. Более 20 волонтеров, 3 благотворительных фонда и порядка 500 семей. По поручению главы в регионе организована масштабная акция. Подробности в сюжете. 3 благотворительных фонда, порядка 500 семей и 20 волонтеров. Исполнить важную миссию, доставить продуктовую помощь в числе других, принял на себя и Тагир Евлоев. Парень признается, что старается не упускать шанса, когда есть возможность совершить благое дело. И сегодняшний день не исключение. Акция проходит по поручению главы региона. Специально для этой миссии закупили 15 голов крупнорогатого скота. Забой животных велся на крестьянско-фермерском хозяйстве Ганижев. Для раздачи привлечены волонтеры и активисты благотворительных фондов. В рамках благотворительной акции жителям пригородного района ингушской национальности, малоимущим семьям будет направлено более 200 единиц помощи, которая будет роздана по населенным пунктам Майская, Мочкюрт, Куртат, Дачная, также и дойдет до жителей Балты. В Республике Ингушетия более 300 единиц помощи будет роздано фондами ВОШЛ, Солидарность, Ассоциации благотворительных фондов, которые сформировали списки малоимущих семей в Республике Ингушетия и по этим спискам будут раздавать данную помощь. Делать добро всегда приятно, помогать нуждающимся учит наша религия. Поэтому здесь каждый старается от чистого сердца. Сейчас дело осталось за малым. Необходимый продуктовый набор, состоящий из риса, вермишели и чая. Также на подходе пакеты с фруктами и свежее мясо. В общем, к раздаче сага почти готовы. Главная задача – оказать помощь именно тем, кто больше всего в ней нуждается. В каждой организации проведена тщательная работа по составлению списков. Для сотрудников фонда «Солидарность» задачу облегчили. Они раздадут помощь семьям, которые стоят у них на учете. Нам передали 100 частей, и вот мы сейчас поедем, иншаллах, раздавать по адресам и по баракам, по малоимущим семьям. Несколько грузовых машин выстроились в ряд, чтобы строго по спискам загрузить продукты питания и развезти поадресно. Искренняя бескорыстная поддержка ближнему никогда не останется незамеченной, и потому, как надеются участники акции, она будет не последней. Я акции первые, я халха дохи сагар дехат, шам вермастин махар дохи сагар дехат. Сага негет да قبل لوط ويجي ده من لازم ده راسخ ويجي قمل هيجاشن خسار ده خزغل ده بس بوت ب موك بوت ب تان برس كده مدي نيستن شاخذ ده سيلهن شادز ده. Хава Гагиева, Адам Далаков, Новости 24. В общественных местах проверяют соблюдение профилактических мер. Маски, социальная дистанция и разумное поведение – это прежде всего необходимо для защиты самих себя. Особенно стоит насторожиться людям из группы риска. Об итогах проверки в торговых точках Карабулака расскажет Хава Газикова.
На первый взгляд образцовый показательный магазин. Продавцы в масках и перчатках. На кассе стоят санитайзеры, социальная разметка на полу. Да только сами покупатели маски надевать не торопятся. Ответственность в этом случае ложится на администрацию супермаркета, который почему-то запускает посетителей без средств защиты. Вдаем маски. Люди сопротивляются пока, не возмущаются, не хотят одевать или в карман, или с собой. Носят, но раздаем. Отдаем маски, да, обязательно. Без маски. Стараемся, чтобы не заходили. Теперь будем говорить, что будем не обслуживать без масок, если что. Тех, кто требованиями ограничительного режима пренебрегает, немало. Вот и в другом магазине сами масочный режим соблюдают, а от покупателей дисциплины не требуют. Просто нету, говорят, и все. С ними же воевать не будешь, когда они говорят нет. Почему заходит без масок, посетители комментировать не хотят. Кто-то в болезнь не верит, а кто-то забыл. Однако жалобы на память во время пандемии не оправдание. С этим согласны и те, кто этот масочный режим соблюдает. Конечно, надо носить дело. Вы сами носите? Конечно, ношу. Мимо 16 годов бьёлась. Такие рейды надзорные органы проводят во всех общественных местах, в частности, в магазинах, на рынке и в салонах красоты. Справедливости ради отметим, что предприниматели стали более-менее дисциплинированными, хотя бы потому, что боятся строгих мер, которые теперь им грозят. Человеку запускаете? По одному. Это с родителем, с ребенком запускаем, а так все в коридоре. Мы написали запись, что там по одному, только по одному. Мы сами переживаем, сами не хотим, чтобы нас закрыли, из-за этого мы стараемся все-таки соблюдать режим. В этом вопросе Роспотребнадзор за соблюдение санитарных норм. Для тех, кто считает, что покупатель всегда прав и отказы в обслуживании и нарушении закона, ответ однозначный. Даже если ими будет направлено к нам обращение о нарушении их прав, то в этом случае мы дадим им аргументированный ответ, что есть законодательство, и данные торговые сети либо точки имеют право для того, чтобы данный потребитель соблюдал масочный режим. Поэтому, если потребители сами нарушают права, то в этом случае их права не могут быть восстановлены в связи с тем, что законодательство не регламентирует отсутствие масочного режима. За минувшие сутки в республике выявлено 63 заболевших. Всего в Ингушетии более 7 тысяч пациентов с диагнозом коронавирус. Статистика по ковиду в регионе стабильная. И чтобы снизить этот результат, Роспотребнадзор проводит такие рейды в ежедневном режиме совместно с местными властями. Как мы с вами прошлись, посмотрели и рынок, и торговые объекты, и парикмахерская. В целом все требования соблюдаются, но тем не менее мы выявили объекты, где не соблюдался масочный режим и в основном этот масочный режим не соблюдался посетителями объектов. Данные рейдовые мероприятия будут продолжаться. По выявленным нарушениям также будут составлены административные материалы, выданы предписания об устранении выявленных нарушений, и затем проверки будут проводиться повторно. Те же, кто пренебрегает санитарными мерами, рискуют заплатить кругленькую сумму. Решение об ответственности за несоблюдение санитарных правил будет принимать суд. Как и раньше, нарушителям грозят штрафы. Те, кого привлекут повторно, могут выложить уже до 1 000 000 рублей. Хава Газикова, Асхаб Белакиев, Новости 24. У налоговиков скоро праздник. Служба отметит 30-летие со дня образования. Это одно из наиболее эффективных влиятельных звеньев госуправления. В развивающейся структуре применяют самые современные технологии, а сотрудники совершенствуют формы и методы работы. Репортаж Зелимхана Калоева. Хорошо известный рекламный слоган «Заплати налоги и спи спокойно» для сотрудников налоговой службы Ингушетии уже давно стал не только атрибутом профессии, но и жизненным принципом. Сегодня в регионе работают около 250 государственных налоговых инспекторов. От их работы зависит ни много ни мало скорость и качество наполнения бюджета региона и страны в целом. Марина Богатырева окунулась в эту сферу всего 3 года назад. Старший государственный налоговый инспектор ни разу о сделанном выборе не пожалела, хоть времени на передышку практически не бывает. Федеральная налоговая служба – это такая структура, в которой ты никогда не сидишь без дела. У тебя найдутся не только обязанности, приходится выкраивать время для того, чтобы уложиться, чтобы найти время даже почитать что-то для себя, имеется в виду, говоря о том же законодательстве. Вот часто приходится одно предпочитать другому, перекладывать все обязанности, распределять их точнее.
Одним из ветеранов и профессионалов своего дела можно назвать Магомеда Куштова. Начинал свою карьеру в 2001-м налоговым инспектором. И за годы работы, пройдя все ступени, сумел подняться по карьерной лестнице до должности руководителя управления Федеральной налоговой службой. У нас на данный момент уже состоялся хороший коллектив. Стараемся. Очень рад, что мы важную роль играем в пополнении бюджета и нашей республики, и нашей страны. Поэтому еще раз хотел бы поздравить коллег с 30-летием создания налогового органа. А насколько важно платить налоги, люди поняли, когда пришла беда. Во время пандемии сотрудникам налоговой службы Ингушетии пришлось работать в 2, а то и 3 раза больше. Малый и средний бизнес получил субсидии для частичной компенсации расходов, которые связаны с ведением деятельности в условиях COVID-19. Выплаты составили порядка свыше 13 миллионов рублей. Более 600 предпринимателей и юридических лиц получили эти меры поддержки. Современная налоговая служба ведет свою работу с 90-х годов. С этого момента поменялось очень многое, но все в лучшую сторону. Хлопот у налоговых инспекторов меньше не стало, напротив, больше. Однако для людей все становится доступнее и проще благодаря новым технологиям. Можно сказать, фактически исключается человеческий фактор как возможная система ошибок. То есть даже если вы ошиблись в рамках горизонтального контроля, вертикального контроля, это очень быстро выявляется, это быстро исправляется. Конечно, работать было легче, законных, подзаконных актов было меньше. Все, в принципе, все, что вводится, это вводится для налогоплательщиков, для граждан. Свой круглый юбилей сотрудники налоговой службы отметят 21 ноября. Это их заслуженный праздник. За 30 лет налоговые органы прошли стремительный путь развития, и в этом заслуга самих сотрудников. Все это время они стоят на страже экономической безопасности и социальной обеспеченности страны. Зелимхан Калоев, Магомед Дидигов, Новости 24. Федерация спортивной борьбы Ингушетии оказала помощь залу вольной борьбы в Майском. Юным борцам раздали экипировку, получили они и новый инвентарь. Подробности далее. Радости ребят нет предела. Новую экипировку юные вольники разбирают тут же, даже не сверяя размер и цвет. Помимо всего, от Федерации спортивной борьбы Ингушетии поступили мячи и канаты. Это долгожданный подарок, без которого трудно проводить тренировки. Расскажи, а новый инвентарь нравится тебе? Да. Что больше всего тебе здесь понравилось? А новый ковер обул, и больше всего вкусен. Давно здесь ходишь, тренируешься? Да, 3 года. И ты сам здесь живешь, да, в Майском? По словам Руслана Белхароева, отсутствие качественного спортинвентаря отрицательно сказывается не только на тренировках, но и мотивации и желании заниматься спортом. При том, что потенциала у местных ребят не занимать, это доказывают их достижения. Сегодня мы приехали в Майский клуб проверить наших тренеров, посмотреть их состояние. В зал мы смотрим очень плачевное состояние у них. Будем всячески помогать, поддерживать и тренеров. И сейчас там идет в данный момент клуб, а в клубе у нас ремонт. Будем все делать, чтобы быстро времени завершить этот ремонт. Подарили ребятам и новый борцовский ковер, распаковать который тренеры пока не спешат. Здесь идут отделочные работы. Здание уже старое и давно не ремонтировалось. Благодаря инициативе группы молодых людей и финансовой помощи жителей селения Майское, зал начали приводить в порядок. Здесь тренируются в 2 смены около 70 ребят. У нас не было туалета, у нас не было душевой, у нас были сквозняки, у нас тихий ужас был. Мы сейчас полностью утеплили, побелили. Сейчас покрасим, затем раздевалку, затем поменяем ковер. Общаясь с юниорами, члены Федерации спортивной борьбы выразили надежду, что в скором будущем они пополнят ряды именитых спортсменов, пообещав им и дальше оказывать посильную помощь и внимание. Идрис Ижиев, Адам Мережков, Магомед Дидигов, Новости 24. И на этом все. До встречи в эфире.